Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Парламент принял ряд поправок в закон о выборах депутатов Народного собрания. В то же время несколько других поправок отклонены. 236 нарушений законодательства выявила Генпрокуратура за первое полугодие текущего года. В Ачамчирской центральной районной больнице российские врачи ведут бесплатный прием пациентов. В библиотеке Лермонтова в Санкт-Петербурге прошел День Абхазии. Мероприятие объединило жителей и гостей города. Ситуацию на топливном рынке обсудили в Кабмине. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с представителями топливных компаний. Во встрече также принял участие вице-премьер Джансух Нанба. По словам Делба, благодаря взаимодействию правительства, топливных компаний и российских поставщиков в республике удается сохранять стабильную ситуацию и не допускать дефицита топлива. Также обсудили подготовку к курортному сезону, вопросы логистики, взаимодействия с российскими поставщиками и обеспечение республики битумом для дорожных работ. Как известно, ситуация непростая, но вполне управляемая и контролируемая благодаря нашему с вами взаимодействию между правительством и руководством топливных компаний республики и, соответственно, и поставщиками из Российской Федерации. Нам до сегодняшнего дня удалось, и я так полагаю, что эта тенденция будет продолжаться, не создавать дефицит нефтепродуктов в Республике Абхазия. Да, есть некоторые ограничения, мы о них знаем, слышим по реализации горюче-смазочных материалов, но я так полагаю, это крайне вынужденная мера, и она не длительная. Особое внимание, мы и на прошлом с вами совещании об этом говорили, и очень приятно, что мы достигли понимания, и сразу же там реакция была в отношении приоритетных направлений по обеспечению наших потребителей, таких как сельхозпроизводители, безусловно, предприниматели, обеспечение нефтепродуктами для государственных нужд, государственных органов, нашего бизнеса, предпринимателей, в целом в интересах страны и государства. Задача общая, государственная, не допустить сбоев в обеспечении. Может быть сбой в какой-то другой цепочке, логистической, поставке, это вопрос, который мы вместе с вами должны решать, и очень хорошо, что в этой связи нам помогают наши коллеги из Российской Федерации. По поручению премьер-министра наша сегодняшняя встреча происходит в целях оперативного реагирования на происходящую ситуацию в целом, связанную с обеспечением топливом. Безусловно, главная цель – это не допустить каких-либо дефицитов на нашем рынке. Это задача номер один. Я думаю, каждый из вас понимает, что мы находимся сейчас в таких условиях, когда не всегда вопросы коммерческой выгоды и предпринимательской должны быть во главе угла. Как неоднократно вы сами подчеркивали, вы готовы оказывать содействие и приходить к тем результатам, которые позволят обеспечить нашу страну. Для кандидатов в депутаты Народного собрания будет введено тестирование на знание абхазского и русского языков. Парламент принял ряд поправок в закон о выборах депутатов Народного собрания. В то же время несколько других поправок были отклонены. В первом чтении принят новый земельный кодекс Абхазии, а также ужесточена ответственность за незаконный поиск археологических предметов. Смотрите расширенный репортаж заседания сразу после выпуска новостей. Я думаю, что это прошло. 236 нарушений законодательства выявила Генпрокуратура за первое полугодие текущего года. Это более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил первый заместитель генерального прокурора республики Дамир Квициня на заседании коллегии ведомства.
Зарегистрировано 292 преступления, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Возросло и количество тяжких и особо тяжких преступлений. В общей структуре наибольшую долю продолжают занимать деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Подробности заседания в материале Аэлиты Арутюнян. Подведению итогов деятельности за первое полугодие 2026 года посвящалось заседание коллегии Генпрокуратуры. Открывая заседание коллегии, генпрокурор Адгур Акарба отметил, что совместно с правоохранительными органами достигнуты определенные положительные результаты по отдельным направлениям. С основным докладом выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициня. Так, за отчетный период выявлено 236 нарушений законодательства, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода 2025 года. К административной ответственности привлечены 9 человек. Еще 30 получили предостережение недопустимости нарушения закона, тогда как в первом полугодии прошлого года таковых было 3. Сам генпрокурор также добавил, что благодаря принятым прокуратурой мерам в бюджет республики и в пользу организации удалось возместить 19 миллионов 131 тысячу рублей. За аналогичный период прошлого года сумма возмещенного ущерба составляла 72 миллиона 404 тысячи рублей. За первое полугодие 2026 года правоохранительными органами Республики Абхазия зарегистрировано 292 преступления, что на 9 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных преступлений за 6 месяцев 2025 года составляло 283 единицы. Значительное уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Галском районе на 8 единиц, 10 преступлений напротив 18 за 2025 год. А ЛУВДТ МВД на 3 единицы, 24 преступления напротив 27 за 2025 год. Увеличилось число зарегистрированных преступлений в Гагском районе на 7 единиц, 65 напротив 58 за 2025 год. В городе Сухум на 6 единиц, 82 преступления напротив 76 в 2025 году. В Ачимчирском районе на 5 единиц, 21 преступление напротив в 2025 году 16. Количество тяжких и особо тяжких преступлений достигло 100 эпизодов против 95 за аналогичный период прошлых 6 месяцев. Раскрываемость деяний этой категории составила 87%. В динамике отдельных эпизодов преступлений наблюдается увеличение числа разбойных нападений и мошенничеств. В общей структуре зарегистрированных правонарушений наибольшую долю продолжают занимать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Продолжает оставаться сложная ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных и сильно действующих веществ. В отчетном периоде зарегистрировано 97 преступлений данной категории, что отражает существенный рост на 24 единицы или 32,8%, чем за аналогичный период 2025 года. Однако качественная структура регистрируемой преступности указывает на сохранение смещения органов внутренних дел в сторону выявления фактов хранения и потребления запрещенных веществ без цели сбыта. По мнению Квициня, для эффективного противодействия незаконному обороту наркотиков и перелома негативных тенденций требуется реализовать комплекс организационно-практических мер, направленных на модернизацию методов оперативно-розыскной деятельности и усиление межведомственного взаимодействия. Также Квициня затронул тему ДТП. За анализируемый период Республики Абхазия имело место 58 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 17 лиц. За аналогичный период 2025 года имело место 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибли 20 человек. Таким образом, число ДТП увеличилось на 7 единиц, а количество погибших уменьшилось на 3 человека. Данные показатели свидетельствуют о сохранении крайне неблагоприятной и нестабильной обстановки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, системный кризис в сфере контроля за дорожной дисциплиной. Следственным управлением Генпрокуратуры расследуется уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс по обвинению Кристины Лахиной в убийстве малолетнего ребенка. В ходе предварительного расследования выполнен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное всестороннее и объективное установление всех обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Обвиняемая Лахина содержится под стражей. По завершении коллегии Адгур Акарба особо подчеркнул, что необходимо усилить работу в каждом районе страны. Будут приняты кадровые решения. После моих последних указаний и поручений вы частично работу выполните.
Я понял для себя, что мое присутствие тоже должно быть обусловлено, и я постоянно буду этим заниматься, чтобы вы понимали. Мы будем чаще с вами встречаться. Я даю вам еще немного времени, но это будет не до конца года. Это будет в течение месяца. Вот сейчас вы как начали с июля месяца перестраивать свою работу, я вам даю еще немного времени, и мы каждую неделю будем отслеживать за тем, чем вы занимаетесь. К вам будут представлены Следственное управление, Управление общего надзора, Генеральной прокуратуры и другие управления будут внимательно следить за тем, как вы исполняете свои обязанности. Генпрокурор жестко раскритиковал районные прокуратуры по итогам полугодия и анонсировал кадровые перестановки. Адгур Акрба также отметил, что во втором полугодии будут проведены лекционные занятия по самым актуальным вопросам и проблемам, наиболее приближенным к практической работе. Айлита Арутюнян, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В ходе СВО погиб Казбек Яхагоев, сын участника Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, председателя Кабардино-Балкарского союза абхазских добровольцев Сергея Яхагоева, сообщает Абснепресс. Соболезнования ветерану выразили в благотворительном фонде «Помним». Участие Казбека Яхагоева в СВО – это очевидное подтверждение преемственности семейных традиционных ценностей, мужества, самоотверженности, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите и поддержки. И это, вне всякого сомнения, результат вашего воспитания. На личном примере вы преподали сыну главный урок – жить и поступать достойно по-мужски, говорится в телеграмме, направленной на имя Сергея Яхагоева. В Очимчирской центральной районной больнице российские врачи ведут бесплатный прием пациентов. В общем, в Абхазию прибыли 18 специалистов по более дефицитным специальностям. Они пробудут в Абхазии до конца месяца. Все подробности в материале Миланы Агарба. Российские врачи направлены в Очимчирскую центральную районную больницу в рамках межгосударственных договоренностей между министерствами здравоохранения для помощи местным медикам в летний курортный сезон. Вот уже более 2 недель врач-кардиолог Андрей Шаврин трудится в Абхазии, оказывая неоценимую помощь в Очимчирской центральной районной больнице. Его профессионализм и преданность делу вдохновляют местных медиков. В течение 20 дней количество пациентов неуклонно увеличивается, отметил врач-кардиолог. Результаты работы можно определить по количеству пациентов. А пациенты идут в последнее время все в большем количестве, потому что, видимо, какая-то реклама сработала. Проблемы кардиологические у пациентов есть, поэтому работаем. На базе этой больницы при помощи русских врачей повышают и квалификацию местных врачей. Главврач Лаша Какалия отметил, что за 20 дней каждый из специалистов принял по 100 человек. И такая помощь очень полезна. Это была большая помощь нам, учитывая, что начинается туристический сезон, увеличивается поток пациентов. Так как в этом году штатное расписание не представляется возможным расширить и принять на работу местных докторов, то та помощь, которую нам прислали в лице кардиолога и хирурга, была очень полезна. Местные жители отмечают, как приятно и удобно, что врачи приезжают в их район. Это позволяет им получать медицинскую помощь, не выезжая далеко от дома. Не все пациенты были в курсе прибытия врачей и попали на прием случайно, отмечают они. В своем районе получить медицинскую помощь, еще квалифицированную, хотелось подчеркнуть и добавить. Нам это очень приятно. Спасибо тем, кто это организовал. Спасибо врачам за их отношение к нам. Я не знала, я в очереди там стояла. Сказали, что у нас вот русские приехали, вот обследуют. Я так случайно попала.
Основная задача врачей – оказание медицинской помощи жителям республики и туристам в период пикового курортного сезона, когда нагрузка на систему здравоохранения значительно возрастает. Милана Агарба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. Делегация Минэнерго Абхазии Черноморэнерго посетила технопарк «Искра» Волга в Татарстане. Представителям республики показали полный цикл создания интеллектуальных приборов учета, которые уже используются в Абхазии, а также выпуск других видов электрооборудования, кабельных систем и зарядных станций. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба отметил, что визит позволил оценить возможности дальнейшего сотрудничества и внедрения современных технологий в энергосферу республики. Абхазская культура в сердце Петербурга. В библиотеке Лермонтова прошел День Абхазии. Мероприятие, организованное в рамках фестиваля «Лермонтов Фест-2026», объединило жителей и гостей города, чтобы познакомить их с самобытной культурой, историей и традициями абхазского народа. День Абхазии открылся церемонией возложения цветов к памятнику принцу Ольденбургскому на Литейном проспекте. Ольденбургский представитель императорской семьи много сделал для развития российской государственности и культуры на Кавказе, в том числе и на территории современной Абхазии. Основная часть программы развернулась в Центральной библиотеке имени Лермонтова. Главным событием стало открытие уникальной выставки «История и культура Абхазии». В ее экспозицию вошли редкие материалы и фотографии из личных архивов абхазских семей, проживающих в Санкт-Петербурге. Важной частью вечера стала презентация альбома «Лермонтов в абхазской литературе». Гости услышали произведения классика на абхазском языке, а также увидели тематические видеосюжеты. Культурную атмосферу праздника дополнила выставка «Фуршет абхазской кухни». Гости могли попробовать традиционные обрядовые и десертные блюда, которые являются неотъемлемой частью абхазского гостеприимства. Для любителей интеллектуальных состязаний организаторы подготовили тематическую викторину. Главная цель – это наши вот эти культурные взаимосвязи, потому что Абхазию на сегодняшний день уже знают, уже видят, уже знают ее историю. И вот показать, что мы действительно, может быть, как одно целое, у нас общая история идет. И мы вот настолько взаимосвязаны, и Абхазия, и Россия, и эта история уже длится давно. И сегодня это было просто такое вот яркое подтверждение этому. У нас читали стихи на русском языках, на русском и на абхазском языках. Показать людям, что мы видим, чувствуем их любовь. То есть показать петербуржцам, что мы ощущаем эту любовь петербуржцев к Абхазии и к абхазам. Это мы ощущаем, и мы это тоже хотели сегодня показать. Когда задумывали классическим музейным экспонатам, мы не обратились. Мы обратились к нашим соотечественникам, которые живут у нас здесь в Петербурге, да, и все откликнулись, и никто не сказал нет. Даже у нас там представлены монеты, даже они были как бы принесены даже на один день хотя бы, да, чтобы люди насладились тем, что у нас есть, да. Это не только наше, да, как бы семейное богатство, да, это богатство нашего народа, и все хотели, чтобы было красиво, и по максимуму было показано, как мы живем, да, как абхазы живут, да. Даже мы, находясь далеко от нашей родины, мы же ее не перестаем любить, и мы несем в себе свою культуру. И более того, те же как бы лопатка, чем варит мамалыгу. Каждая абхазка имеет дома у себя, да, она варит мамалыгу, если даже по праздникам, тем не менее. То есть таким образом все откликнулись, и мы получили вот очень красивую выставку, на мой взгляд. Абхазия с Россией дружит почти 200 лет. Да? И поэтому, наверное, вот эти нити, которые нас соединяют, вот это уже, можно сказать, единые сосуды кровеносные, понимаете? Я считаю, что Петербург объединяет всех, и то, что идет вот такое передача энергетики, национальных традиций, дает Петербургу и России очень большой задел. И потому мы настолько сильны, что не понимают те, кто против нас, что сила наша в единстве. А сейчас расскажем о погоде.
В четверг, 23 июля, в Абхазии со второй половины дня дождь, гроза, удушливо жаркая погода. Температура воздуха ночью 16-21, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Шепшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.